Даутов Ялком, председатель Общественного совета МВД. Сегодня Общественный совет МВД проводит мониторинговый визит в рамках работы Общественного совета МВД, направленная на проведение мониторинга именно реализации Центра мониторинга ГУВДД МВД Кыргызской Республики. Основной целью является знакомство с работой Центра мониторинга. И мы, члены Общественного совета МВД, в течение 20 дней после реализации этого проекта мониторили социальные сети и вопросы, которые возникали у населения. И сегодня мы смогли воочию увидеть, как реализуется данный проект, и задать вопросы руководству Центра, а также руководству ГУВДД. Сегодня можно с уверенностью сказать, что процесс работы начался. Мы очень долго ждали реализацию проекта «Безопасный город» в течение 8-9 лет. И на сегодняшний день реализация проекта «Безопасный город» идет. Есть определенные проблемы, но которые решаются поэтапными этапами. И я вижу, что сегодня мы можем с уверенностью сказать, что первые шаги, хорошие такие, очень нужные, необходимые для развития города, шаги в этом направлении ведутся. В связи с тем, как с 12 февраля начал функционировать «Безопасный город», мы увидели, что в разы сократилось количество нарушений правил дорожного движения, количество ДТП сократилось в городе Бишкек и Чуйской области. Это положительная статистика, надеюсь, будет сохраняться и в будущем. Помимо этого, мы ознакомились с работой Центра мониторинга, с отделами, которые непосредственно занимаются регистрацией штрафов и как направляются эти штрафы потом до человек, который нарушил правила дорожного движения. Да? Вот сегодня мы убедились, что было много вопросов в части касаемо человеческого фактора, возможности, может быть, будет какие-то проблемы при доставке этих писем счастья. Да? Сегодня мы получили исчерпывающую информацию и видим, что процесс этот, в принципе, отработан, и все задействованные государственные структуры в этом отношении проводят работу для того, чтобы все было четко налажено. В первую очередь инфоком передает штрафы Центра мониторинга, все записи видеонаблюдения, да, которые были зафиксированы, а также все штрафы. Центр мониторинга смотрит и в рамках, законодательно установленных рамках, сортирует эти штрафы, и потом, в конце концов, передают уже готовые протокола в Кыргызпочтасы, и Кыргызпочтасы свое уже направляет по адресату. Конечно, также были вопросы именно касаемо дорожной инфраструктуры, касаемо, значит, вопросов разметки и пробок, которые возникают на дорогах. Это очень общественно значимые вопросы. И мы увидели, что в этом отношении, как вы знаете, премьер-министром были поставлены задачи по тому, чтобы все городские власти, это власти города Бишкека и Чуйской области, повсеместно решили эти проблемы. Сегодня уже в этом отношении большая работа проводится и ГУВД МВД Кыргызской Республики совместно с мэрией. Допустим, установлены дополнительные секции на светофорах, установлены дополнительные светофоры. Поэтапно, значит, идет очерчение, значит, разметки на дорогах. Дорожно-транспортная, значит, инфраструктура начинается приводиться в порядок. Еще мы в будущем ждем, если на сегодняшний день на 10 больших трассах, на 10 дорогах установлены камеры, то в будущем, в течение определенного времени, короткого, в течение месяца, да, как мы планировали, еще будет 36 перекрестки, оснащены камерами видеонаблюдениями в рамках проекта «Безопасный город». Мы думаем, что общественность и основная роль Общественного совета МВД – это в первую очередь проводить мониторинг, и мы готовы повсеместно помогать сотрудникам МВД, в частности ГУВД, именно до правильного донесения информации об общественности о реализации данного проекта. И данные вопросы, значит, сотрудники ГУВДД, Иманалы Кыдырбаевич, замначальник ГУВД, он нам ответил, что дополнительные секции светофоров были установлены, а также дополнительные дорожные знаки были в рамках реализации проекта установлены. И сейчас все проблемные моменты, которые возникают, мониторятся, да, полностью работа, и вот эти проблемные моменты, они поэтапно решаются и приводятся в соответствие с законодательством. Как вы знаете, с 4 марта вступят новые законы уже, и новые кодексы, да, с изменениями, дополнениями, где полностью вот эти проблемные моменты, которые поднимали и депутаты Джоркинеш, и общественность, они приведены в соответствие. И новые штрафы. Если, допустим, раньше, вы знали, физическим, юридическим лицам были отдельные штрафы, физическим лицам по одной категории, юридическим лицам по другой категории, то на сегодняшний день эти штрафы унифицированы, они приведены в одно соответствие, как физическим, так и юридическим лицам по одной категории штрафов.